Межрегиональный форум многонациональной молодежи стартовал в этнокомплексе «Ясно». Он собрал более 50 студентов из разных вузов. 5 дней они там живут в деревянных домиках и изучают чувашскую культуру, вышивку, музыку, скульптуру. Что интересного участники слета уже узнали, расскажет Наталья Егорова. 5 дней атмосферы чувашской деревни. Здесь не ловит связь, нет интернета, поэтому погружение в быт предков максимальное. Форум, он запомнится абсолютно всем, начиная от проживания, потому что это вот деревянные домики, это лес, тут нет связи, это такой детокс от всего и от всех. Мастер-классы потрясающие. С чувашскими народными инструментами участников форума знакомит мастер и музыкант-самоучка Николай Фомеряков. Для своих звонких дудочек он ищет материал по окрестным лесам. Для создания инструментов Николай Андреевич использует борщевик, тростник, камыш, дерево и глину. Он даже знает, как вызвать дождь с помощью звуков. Таких мастеров, как он, сегодня почти не осталось, поэтому интерес ребят его воодушевляет. После проведения мастер-классов собирается круг такой. Они не уходят, даже когда руководители зовут, говорят: подождите, вот это надо посмотреть. А еще ребята здесь учатся готовить блюда национальной кухни, лепить из глины посуду, вышивать и плести украшения из бисера. Также знакомиться с древними обычаями и традициями. Это платок жениха, чулок по-чувашски называется. Девушка вышивает для парня. Азалия Сулейманова из Татарстана 3-й год живет в Чувашии, учится в Институте культуры и искусств. Чувашская вышивка, хотя и очень сложная, уже понемногу раскрывает для нее свои секреты. Она уже вышила здесь масмак, повязку на голову. Для меня это новый мир, потому что новая культура, новые традиции, новые обычаи. Это для меня очень интересно было. Парням тоже интересно участвовать во всех мастер-классах, даже, казалось бы, совсем женских. Для меня, как для москвича, который уже 3-й год живет в Чувашии, это было очень интересно. Я не перестаю удивляться этому народу. Форум проводится вот уже несколько лет. В этом году на его проведение один из основных организаторов, Федеральная национально-культурная автономия Чувашии России, выиграла грант. Собравшись вместе и перенимая опыт друг друга, они дальше будут идти вместе уже, объединившись, и это больше укрепит нашу страну, общественность и их будущее. Безусловно, это сохранение языка, культуры, традиций, прежде всего, своего народа, в данном случае нашего чувашского народа. Но отрадно, что вот в этот межнациональный форум приехали представители из Казани, из Удмуртии, из Нижнего Новгорода, из Елама-Ненецкого. К ребятам приезжают лингвисты, переводчики, фольклористы. Форум предоставляет самые разные направления для изучения. Но студентам есть чем заняться и помимо основной программы. Поем чувашские песни. По вечерами традиционно у нас песни у костра. Вот такая интересная, веселая, насыщенная программа. Завершится межрегиональный форум многонациональной молодежи в четверг. Наталья Егорова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.